Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Сегодня в программе доклад международной амнистии. Обе стороны украинского конфликта жестоко обращаются с пленными. Азарт под запретом. В Кыргызстане казино переходят на подпольный режим работы, а в Беларуси они процветают. И уроки истории на ранчо в штате Одинокой Звезды. Начинаем с новостей из Праги. Шахида, вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Шахида Якуб. Здравствуйте. Еврокомиссия выделит Украине почти 2 миллиарда евро финансовой помощи. Это самый большой заем, выделенный ЕС стране, не являющейся ее членом. Первый транш на сумму 600 миллионов евро Украина должна получить уже во второй половине июня. Помощь ЕС будет использована на стабилизацию бюджета и проведение реформ. Со стороны Украины документ подписал президент Петр Порошенко, а со стороны Евросоюза вице-председатель Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис. Данная программа макрофинансирования уже третья после предыдущих на общую сумму 1 миллиард 610 миллионов евро. И это крупнейшая программа макрофинансовой помощи, когда-либо выделенная стране, не входящей в Евросоюз. Второй день саммита Восточного партнерства прошел в проведении итогов сотрудничества Евросоюза с 6 странами-участниками программы. О том, до чего удалось договориться на саммите, Екатерина Кочкина. У стен Национальной библиотеки в Риге выстроились демонстранты. Среди них были как латвийские активисты, так и приехавшие из Украины, Грузии, Молдовы и России. Митингующие требовали от руководства стран ЕС поддержки евроинтеграции участников Восточного партнерства в Европу, а также безвизового режима для Грузии и Украины. Должно быть гражданство и позиция. Мы должны это показать, и люди должны быть активны. И показывать и даже и политикам, что это есть эта проблема, и ее надо решать и по возможности скорее. В самом здании саммита речи о введении безвизового режима не заходило. Лидеры стран Евросоюза дали понять как Украине, так и Грузии, что отмена виз для их граждан станет возможна не раньше следующего года. Впрочем, грузинские политики, несмотря на отказ, настроены оптимистично. Среди стран программы Восточного партнерства в Риге мы являемся лидерами по реализации соглашений об ассоциации проводимых нами реформ. Поэтому нам важно, чтобы саммит признал наши достижения. В Евросоюзе к признанию достижений относятся с опаской. В преддверии саммита Ангела Меркель неоднократно подчеркнула, что участников Восточного партнерства не стоит расценивать как потенциальных членов ЕС, а также, что саммит ни в коей мере не выступает против России и ее взаимоотношений с участниками саммита. Мы уважаем выбор и не заталкивая, скажем, эти страны Восточного партнерства в Евросоюз. Наоборот, ставим какие-то условия, а некоторые из них даже выбрали другой путь. Я к этому клоню, что тут нормальный процесс, но не всем это нравится, и некоторые хотят идти по пути и по правилам, изобретенным у себя, а не по международному праву. Одним из немногих практических результатов саммита стало выделение финансовой помощи Украине. Надежды Грузии и Украины на отмену виз не оправдались. К разговору обещали вернуться в следующем году. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Еще 3 тела погибших солдат были извлечены из-под завала в Донецком аэропорту. Эксгумация происходила в присутствии представителей Красного Креста, ОБСЕ и членов трехсторонней комиссии по прекращению огня. Останки солдат были отправлены на судмедэкспертизу. И пока еще рано говорить, на чьей стороне воевали погибшие бойцы. Наш корреспондент Екатерина Малафеева из Донецкого аэропорта. Эксгумация проходила при участии представителей ОБСЕ, Международного комитета Красного Креста, а также трехстороннего координационного центра по прекращению огня. Вручную, используя лопаты, носилки и черные и белые пакеты, волонтеры выкапывали останки погибших солдат. В результате операции было извлечено по меньшей мере 3 тела, которые были осмотрены представителями Красного Креста и направлены в Донецкий областной морг для проведения судмедэкспертизы. Скорее всего, это 3 человека, пока предполагаем, возможно 4. Судмедэкспертиза покажет. Сейчас мы доставим их на бюро судебно-медицинской экспертизы в Донецк, а дальше уже будем смотреть, если это тела военнослужащих ДНР, здесь будет процедура опознания. Если это украинская сторона, передадим на Днепропетровск. Тела были извлечены из разрушений около зданий старого терминала, а также на взлетно-посадочной полосе. Опознание тел значительно усложняется тем, что с наступлением лета становится жарко, что ускоряет процесс разложения. Еще один важный вопрос, который пытаются решить члены трехсторонней группы при поддержке международных наблюдателей – это обмен пленными. Ожидается, что очередной обмен состоится на следующей неделе.
хотя изначально он должен был пройти еще в марте, после отвода тяжелого вооружения. На следующей неделе говорят, что будет обмен пленными. Скажите, это правда? Пока не знаю. Сколько военнопленных сейчас находится? Не знаю. Андрей Лещинский, представитель координационного центра с украинской стороны, сказал, что доступа к украинским военнопленным на территории непризнанной ДНР не имеет. А вы знаете о состоянии военнопленных? В каком они состоянии, как содержатся и сколько их? Незаконно удерживаемые военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находятся здесь, допуска к ним я не получил. Я не знаю. Ну, кроме того, кроме репортажей, которые я могу смотреть по телевизору, которые я видел раньше, когда еще допускали представителей СМИ. Поэтому у меня нет информации. Ни та, ни другая сторона не располагает сведениями о том, сколько тел еще осталось под завалами Донецкого аэропорта. Эксгумация проходит медленно и эпизодически, так как некоторые районы аэропорта все еще заминированы, а сам аэропорт находится под обстрелами. В вопросе об обмене пленными также все еще много неясностей, так как точное их количество ни та, ни другая сторона не раскрывает. Екатерина Малафеева, «Настоящее время», Донецк. И продолжая тему о военнопленных, правозащитная организация Amnesty International обвинила обе стороны конфликта на востоке Украины в совершении военных преступлений. Эту тему продолжит Наташа. Да, международная амнистия пришла к выводу, что обе стороны конфликта на востоке Украины жестоко обращаются с пленными и задержанными и даже совершают действия, которые могут быть классифицированы как пытки. Особенно жестоко действуют вооруженные подразделения, которые функционируют вне обычной цепочки управления. Таких группировок особенно много среди пророссийских сепаратистов. Какие источники использовала международная амнистия? Мы задали этот вопрос одному из авторов доклада, Джоан Маринер. Мы опрашивали людей в индивидуальном порядке. В некоторых случаях мы могли подтвердить их истории через других людей, которые их видели в плену, или через родственников, которые пытались вызволить их из плена. Также, что очень важно, мы получили большое количество документальных и криминалистических свидетельств, подтверждающих показания пленных. В частности, мы получили доступ в некоторых случаях, к сожалению, уже к свидетельствам о смерти и результатах вскрытия. В других случаях мы видели рентгеновские снимки, кровоподтеки, шрамы и выписки из истории болезни. Правозащитники призывают участников конфликта на востоке Украины полностью искоренить практику жестокого обращения с пленными, провести расследование и наказать виновных в совершении этих преступлений, а также обеспечить безопасность свидетелей и привлечь международные организации для контроля за условиями содержания пленных и задержанных. За время конфликта на востоке Украины погибли 1800 украинских военнослужащих, 7 тысяч мирных жителей. Такие цифры украинский президент Петр Порошенко назвал в интервью BBC. О настроениях на территориях под контролем сепаратистов, о целях и намерениях боевиков и России наша коллега Татьяна Ворожко говорила с американским журналистом Саймоном Островским, который освещает этот конфликт с самого начала и даже успел побывать в плену у боевиков. Саймон Островский, журналист Vice News, записал интервью с сотнями жителей территорий под контролем сепаратистов. Говорит, отношение к Украине ухудшается. Те люди, которые готовы говорить что-то в открытую, они в основном говорят, что их не устраивает украинская власть и что они считают, что Украина начала эту войну. Но надо понимать, что восток Украины – это не то место, где можно говорить все, что ты хочешь, безопасно. Хотя мы встретили в селе Широкино одну достаточно храбрую старушку, которая прямо не то, что нам, журналистам, сказала, что она хочет, чтобы сепаратисты оттуда ушли. Она это сказала Басурину Эдуарду, который является спикером так называемых вооруженных сил ДНР. Большинство тех, кто берет в руки оружие, люди с радикальными взглядами. Самое странное, что нет чего-то объединяющего. Очень многие людей ультралевые, другие ультраправые. Третьи там вообще хотят уйти там в какие-то языческие, славянские корни, считают, что это правильно. А четвертые, они православная армия, из-за Христа воюют и так далее, и так далее. И все. И на самом деле единственное, что их объединяет, это их радикализм и готовность взять в руки оружие. Их взгляды и желания часто не совпадают с тем, какую роль, по его мнению, ему готовила Россия. Навряд ли эти территории когда-либо войдут в ее состав. Кремль их использует как рычаг давления на Украину и Запад, считает журналист. Когда Кремль что-то не устраивает, то они могут подогреть ситуацию на Донбассе и заставить уже силой власти
о чем-то договариваться. Саймон признается, что работая на территориях под контролем сепаратистов, ему бывает страшно практически каждый день. Но такова работа военного корреспондента. Тем более, что украинским журналистам работать там еще опаснее. Их сепаратисты арестовывают, а иностранных терпят. Де-факто власти Донецка и Луганска разрешают журналистам иностранным посещать их территории и выдают аккредитации. Донецкие власти, они все-таки хотят, чтобы их голос был услышан. И поэтому даже если им не нравится то объективное репортерство, которое мы делаем там, они хотят быть на повестке дня, так или иначе. И поэтому они как бы терпят западных журналистов. Другая тема. Несовершеннолетние невесты. В чем корень проблемы? Недавняя свадьба 17-летней чеченской девушки и начальника районного отделения полиции, который старше ее на 3 десятка лет и, по некоторым сведениям, уже женат, вызвала возмущение как в самой России, так и за ее пределами. Брачный союз, поддержанный чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, вновь высветил тяжелое положение несовершеннолетних девушек в развивающихся странах, где за подобной практикой зачастую стоят бедность, невежество и страх. Уважаемые женихи и невесты, сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. Несмотря на законы, которые запрещают вступление несовершеннолетних в брак, в развивающихся странах каждая 3-я девушка выходит замуж, не достигнув 18-летия. Каждая 9-я до 15 лет. Эта проблема обсуждалась на симпозиуме в Марокко, проходившем на этой неделе. Мы понимаем, что если не поспешим, не будем активнее реагировать, не введем дополнительные программы, к 2050 году в мире будет 1 миллиард 200 миллионов замужних несовершеннолетних девушек. Среди стран, где наиболее распространена такая практика – Бангладеш, Индия и Нигер. Здесь 3/4 девушек выходят замуж до 18 лет. Основными причинами является хроническая нищета и неравенство полов, а сами свадьбы зачастую устраиваются родителями невесты. Мы прежде всего должны вмешаться на этом уровне. Второй уровень – это местное сообщество, которое должно начать осознавать опасность такой практики. Этой 14-летней девочке из Индии удалось избежать брака, который предуготовили ей ее родители. Для этого она обратилась к директору школы. Сегодня должна была состояться моя свадьба, но я не выхожу замуж. Я хочу учиться. По мнению экспертов, правительства стран, где есть такая проблема, должны активнее добиваться, чтобы девочки продолжали учебу и защищать их от злоупотреблений и насилия. Еще об одном явлении, которого формально во многих странах не существует, но де-факто оно процветает. Наши коллеги в Праге об игорных домах и о том, есть ли смысл с ними бороться. Шахида? Спасибо, Наташа. В Кыргызстане силы правопорядка пытаются бороться с подпольными казино. После того, как в начале 2012 года власти республики объявили игорные дома вне закона, они переместились в подполье или превратились в букмекерские конторы. Подробности в репортаже Аделета Бектурсунова. В букмекерской конторе сегодня аншлаг. Проходят ключевые матчи в Лиге чемпионов УЕФА. Да ничего. Букмекерский бизнес в Кыргызстане нелегальный. В конце апреля деятельность бюро тотализаторов запретили по всей стране. Но ведущие букмекеры нашли новый способ приема ставок. Теперь все операции проходят в режиме онлайн. Можно ставить, да? 100 на 170, Бавария 470. Букмекеры перенесли свои серверы за пределы страны и поменяли домены в зону .com. Ставки теперь осуществляются через веб-кошельки. Противники азартных игр уверены, пользы от букмекеров никакой. Отчисляют в бюджет мизерные налоги, чуть больше $200 тысяч в год, тогда как их деятельность разрушает семьи и даже человеческие судьбы. Разработка данного законопроекта послужила причина гибели молодого человека в 2014 году во время прохождения чемпионата мира по футболу. Да, он тогда ставил ставки на букмекерскую контору. В итоге он не выиграл, покончил с собой. Да? По самым скромным оценкам правозащитников в стране набралось более 5000 больных игроманией, а связанное с этим преступление из года в год только росло. Криминальное влияние было, потому что там огромные деньги были, и этими деньгами интересовались члены ОПГ, вымогали игроков, там, организаторов,
иногда сами члены ОПЕК, между ними были тоже конкуренция. После запрета в Кыргызстане букмекерских контор сам бизнес не исчез, поменялись лишь вывески, а заведения трансформировались в мгновенные лотереи. И пока власти не могут запретить этот вид деятельности, но уже взялись работать над совершенствованием закона. Адилет Бектурсунов, Азат Нутымаков, Улан Сналиев. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Ну а в Беларуси, напротив, игорный бизнес не только легален, но и, как сообщают наши корреспонденты, процветает. Минск превратился в своего рода Лас-Вегас, куда приезжают азартные туристы из всего СНГ. Подробнее Анастасия Ненашева. Белорусские казино неофициально называют развлекательными комплексами, работающими по системе All-Inclusive. Деньги, девочки, алкоголь. Александра около года работала кассиром в одном из минских казино. Очень много девочек, которые ищут себе богатого папочку, скажем так. И даже в клубе, который рядом, там в основном только молоденькие девочки и большие турки. Популярностью пользуются специальные гейм-туры, организованные для иностранцев. Русские, очень много турков, очень много студентов, туркменов, которые учатся в Беларуси. Очень много, даже индусы приезжают. Белорусы есть, но их не так много. Количество игровых заведений в Беларуси постоянно увеличивается после того, как в России в 2009 году был наложен запрет на работу казино вне специальных зон. Экономист Ярослав Романчук считает, что казино оказывает негативное влияние на статус и репутацию Беларуси. Раз казино платит налоги, в бюджет какие-то, раз чиновники там пристроены, у них склонность к реформам настоящим, для создания условий для производственного бизнеса, для предпринимателей, она парализована или отсутствует. Минск гораздо привлекательнее для россиян, чем, например, Монте-Карло, рассказывает Александр, который играет в казино более 10 лет. Лицо просит не показывать. Им намного приятнее прилететь часовой перелет, и они в недорогом красивом городе, где много казино, много красивых девушек. Все красиво, все приятно, и казино шикарные. Несмотря на неоднозначное отношение белорусов к казино, они обеспечивают стране постоянный приток иностранных туристов, растущие доходы в бюджет и рабочие места во время экономического кризиса. Анастасия Ненашева, Минск. Настоящее время. Нашу передачу продолжит «Техасский дневник». Да, мы продолжаем серию спецрепортажей из Техаса. Об уроках истории на техасском ранчо рассказывает Александр Панов. Штат одинокой звезды, бывшая территория Франции, Испании, Мексики, бывшее независимое государство, Республика Техас, бывшая часть Конфедерации Южных Штатов и 28-й штат Америки. У него 6 исторических флагов. Техасу обещан беспрепятственный выход из состава Соединенных Штатов, если техасцы этого захотят. Техас сегодня – это нефть и космос, небоскребы и ранчо, банкиры и ковбои. Вотчина семьи Буши, красный республиканский штат на политической карте, часть так называемого библейского пояса Америки. Техас гордится своей уникальностью. Здешних ковбоев можно назвать космическими. Всего в 1 часе езды от Хьюстона, одного из крупнейших мегаполисов Америки, вы попадаете на ранчо, где воссоздан старый Техас с настоящими ковбоями, покорителями Запада, пионерами и кузнецами. Сюда с удовольствием возят школьников на урок истории под открытым небом. Первая глава истории Техаса – время разведчика Дэвида Крокета по прозвищу «Король границы». В его роль вжился местный учитель Джей Ар Томас, 6 дней в неделю проживающий в хижине. В 21 веке дети обожают играть в компьютерные игры, видеоприставки. Зачем им идти туда, где нет электричества? Здесь все настоящее, здесь истоки Техаса. Каждый ребенок, выросший в Техасе, знает легенду об осаде Алама, о Дэвиде Крокете, о людях, которые предпочли умереть свободными. Это то, что я называю «опусти свои руки в историю». Детям нравится все – разжигать огонь, готовить еду и, конечно, стрелять из винтовки. И хотя в Техасе больше нет хлопковых рабовладельческих плантаций, на ранчо вам покажут, как хлопок обрабатывали в 1820 году. Роберт Свим 40 лет работает кузнецом. Его предки прибыли из Англии, а дальний родственник до недавнего времени изготавливал подковы для королевской конюшни.
Температура ковки 1260 градусов по Цельсию. Настоящая мужская работа. После нее не надо ходить в гимнастический зал. Вам приходится поднимать молоток на протяжении 8 часов. Кстати, русский царь Петр, когда посещал Лондон, освоил нашу профессию. А еще здешний кузнец любит слушать не хэви-метал или кантри-музыку, которая в Техасе звучит из любого утюга, а Чайковского и Рахманинова. Его гордость – 80 учеников из разных штатов. А еще вот эта стрекоза, не для продажи. Копия средневековой японской работы. Роберт Свим одинок, он признается, тяжело быть кузнецом в 21 веке. Стадом лонгхорнов, длиннорогих североамериканских коров и кориенте, потомство коров, завезенных из Испании экспедицией Колумба, на ранчо заведуют братья Джейк и Кейлоп Массингейлс под руководством старшего ковбоя Джастина Берри. Скотоводство по-прежнему одна из главных отраслей Техаса. Отсюда коров отправляют железнодорожными составами. Ковбои ухаживают за ними, осматривают и регулярно моют весьма оригинальным способом. Техас славится своими клещами и москитами. Престижно ли быть ковбоем сегодня? Это не престижно, но если вы думаете о престижности, вы не ковбой. Что требуется, чтобы быть хорошим ковбоем? Терпение, храбрость? Терпение, безусловно, но не безрассудная храбрость. Когда вы сталкиваетесь с животным вроде нашего Текса, ему 11, вес 725 килограмм, вам не надо демонстрировать смелость, надо понимать животное. Со временем вы этому научитесь, читать каждое движение его мускулов, знать, что животное собирается делать. В заключение ответ на вопрос, который здесь задают все. Кто такой этот Джордж? Ответ прозаический. Мэмми и Альберт Джордж – семейная пара, завещавшая превратить семейное владение на площади в 90 квадратных километров в Музей истории Техаса под открытым небом. Поддерживать его в порядке наследникам помогают доходы от продажи нефти и газа, найденных на частных землях этой семьи. Александр Панов, Дмитрий Шахов. Специально для настоящего времени. Ранчо Джорджа, Техас. И далее эфир из Праги. Шахида, пожалуйста. Уральская пенсионерка в суде доказала свое право бесплатно пользоваться общественными туалетами на автостанциях. Да еще и отсудила у перевозчика компенсацию морального вреда. Этот процесс юристы уже в шутку назвали процессом года. И с терпеливой пассажиркой встретилась Екатерина Пономарева. Это с виду обычная пенсионерка, гроза руководства транспортных предприятий всей Свердловской области. Она который год борется за исполнение туалетного кодекса перевозок и бесплатные уборные для пассажиров. За право законно реализовывать все свои естественные желания пенсионерке приходится буквально драться с кассирами туалетов. Показываю билет, который я приобрела кассиру, и напрямик иду в туалетную комнату. И дошло уже до такой степени, что эта кассир, когда я вот таким образом пошла, забежала, открыла кабину, схватила меня за грудки. Когда я с оголенным задом сидела, и стаскивала меня вперед, тянув на себя. Туалетные войны она ведет уже 3-й год. Ровно столько ездит из столицы в Екатеринбург. Это 5 часов пути. На каждой остановке с нее требовали заплатить за уборную или предлагали потерпеть до конечной. А это незаконно. 2 года пенсионерка боролась по-маленькому. Писала жалобы транспортникам и в Роспотребнадзор. С тех пор у нее с собой всегда тележка с туалетными бумагами. Все 54 билета за 3 года она хранит до сих пор. В каждом судебном заседании подлинники, ксерокопии, подлинники билетов и чеков туалетных, все сверяется. Этой зимой ее терпение наконец лопнуло. И туалетный вопрос женщина подняла в суде. И создала прецедент едва ли не для всей страны. Оказалось, что и судьи больше не намерены терпеть туалетные поборы. И по закону федеральному, да и просто по-человечески приняли ее сторону. Суд обязал транспортников обеспечить женщине туалеты на всех остановках, где бы она ни была, и компенсировать все ее туалетные хождения по мукам финансово. Но суд взыскал с ответчика в общей сложности 24,5 тысячи, если округлить. Из них 15 тысяч – это на компенсация морального вреда. Пенсионерка отвоевала даже затраты на ксерокопии туалетных чеков и билетов. Всего 2000 рублей. Решение суда уже вступило в силу. Впрочем, женщина не останавливается. Теперь она ведет активную просветительскую работу среди пассажиров и возле общественных уборных рассказывает людям про их туалетные дорожные права. Екатерина Пономарева для настоящего времени.
А сейчас я предлагаю оторваться от обыденного и послушать сюжет о балете наших американских коллег. Наташа. В Нью-Йорке проходят гастроли Санкт-Петербургского академического балета Бориса Эйфмана. Коллектив уже побывал в Канаде и в нескольких городах Америки. Ему еще предстоят выступления в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Но спектакли в Нью-Йорке для труппы особые, потому что Эйфман показывает материал, который в каком-то смысле именно в этом городе родился. О том, как театр справляется со всем этим джазом, репортаж Виктории Купчинецкой. Борис Эйфман привез из России в Америку американский балет. Спектакль «Up and Down» по роману Фрэнсиса Скотта Фитджеральда «Ночь нежна». Психологическая драма, действие которой происходит в период века джаза. Блистательные, безудержные 20-е годы прошлого столетия. Этот балет можно назвать российской, даже русской интерпретацией американской классики. Нежной, жестокой, трагичной, эмоциональной. Эйфман раньше много раз обращался к русским первоисточникам – Толстому, Достоевскому. Американскую классику он не старается трактовать дословно. Обращаясь к литературным первоисточникам, конечно, мы не стремимся иллюстрировать сюжет. Мы находим в нем то, что можно выразить танцем, языком тела. А языком тела можно выразить именно эмоции, то, что невозможно именно высказать словами, то, что находится как бы между строк. Главный герой балета, психиатр Ричард Дайвер, спасает психически больную девушку Николь из богатой семьи, но сам гибнет как личность. Борис Эйфман увлекается психоанализом, поэтому стремится показать эмоции и подсознание человека через движение тела, кошмары и мании, а также праздник жизни. Все под музыку Гершвина, Шуберта и Берга. Конечно, мы волнуемся, конечно, мы понимаем всю ответственность, потому что мы приехали в Нью-Йорк с музыкой Гершвина, с американским сюжетом, мы танцуем джаз на сцене. Конечно, мы все понимаем. Но, с другой стороны, я считаю, что есть какие-то, знаете, ценности художественные, которые принадлежат всему миру. Свинг, костюмы, музыка, все это сливается воедино, конечно, это восторг. Внутренний какой-то восторг, внутренний драйв. И мы все между собой уже у нас пошло такое, что свингуй. Давай свингуй. В Америке школа современного танца несколько иная. Формалистская, концептуальная, менее эмоциональная. Сергей Данилян, известный в США импресарио, в первый раз привез театр Эйфмана в Америку 18 лет назад. Американцы, на удивление, для них это такой необычный театр из России, танцевальный, и совершенно необычная хореография, потому что на самом деле это театр, это спектакли, сделанные по самым высоким стандартам зрелищного спектакля, поэтому американцы с огромным удовольствием ходят. Россия и Америка сейчас находятся не в лучших отношениях. Однако если политика зачастую людей разъединяет, то сила искусства может быть в обратном. Нам кажется, что очень важно, одна из важных целей, которые мы достигли, мы смогли сохранить вот этот мостик между нашими странами для того, чтобы все-таки отношения и понимание сохранялось и развивалось. Оказывается, что американский драйв и русская эмоциональность вполне совместимые качества. Виктория Купчинецкая, Михаил Гудкин, Сергей Гусев. Специально для настоящего времени из Нью-Йорка. Что происходит, когда художник, геолог и повар работают вместе? Готовят барбекю на вулканической лаве. Профессор визуальных искусств из университета Сиракуз Боб Высоцкий, геолог Джефф Карсон и шеф-повар Сэм Бомпас создали искусственный вулкан, который использует расплавленный базальт в качестве искусственной лавы. Ну и пожарили на нем стейки, сосиски и другие продукты. Температура лавы превышает максимальную температуру обычной духовки в несколько раз, а для того, чтобы получить лаву базальт, твердую породу, нагревали 70 часов. На этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Шахида, до встречи в понедельник. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. В Праге с вами была Шахида Якуб. Всего доброго, до свидания.